Мы возобновляем проект информационной службы под наблюдением. Напомню, это обратная связь между жителями региона и профильными ведомствами. Если вы стали очевидцем факта или происшествия, которое требует оперативного вмешательства, к примеру, стихийные свалки, сломанный светофор, непросыхающие лужи и многое другое, просто снимите короткое видео на телефон и отправьте через приложение WhatsApp на номер 8 928 090 6709. Дальше дело за журналистами информационной службы. Сегодня наш корреспондент Мадина Пугоева выехала в сельское поселение Барсуки. Местные жители жаловались на отсутствие маршрутного автобуса по улице Картоева и плохое дорожное покрытие. Около 1,5 километров пути пешком ежедневно жителям сельского поселения Барсуки такой маршрут приходится преодолевать как минимум 2 раза в день. Добираться на работу или хотя бы до ближайшей автобусной остановки приходится на попутках. Впрочем, на горизонте виднеются разве что легковые автомобили. Автобусный маршрут, проходящий через улицу Картоева, приостановили еще год назад. Главная причина – низкий пассажиропоток. Общественный транспорт, курсирующий практически впустую, приносил предприятию немало убытков. Расходы, которые тратятся на водителя и на автобус, чтобы данный автобус обслуживал маршрут. Соответственно, в экономическую эффективность закладывается тариф, или так назовем его план, который должен водитель в день сдавать, чтобы предприятие не приносило в этом маршруте убыток. Соответственно, те доходные части, которые мы получаем от этого маршрута, были намного ниже, чем мы тратим на этот маршрут. Но все это уже позади. Компромсвязи Ингушетии вместе с руководством предприятия «Ингуш-Автотранс» пересмотрели процедуру увеличения так называемых выпадающих доходов для обслуживания подобных маршрутов. Отныне все эти расходы будут оплачиваться из республиканского бюджета согласно постановлению правительства Ингушетии. Приятная весть дошла и до жителей Барсуки. Долгожданный автобус уже курсирует по улицам сельского поселения. Автостанции проезжаю, рынок автостанции и опять же до Судова. По пути вот здесь. Ходили, конечно, с ног. Да нахал, сукала агалвал вещь, хол сайолшхан. Сикхарбян, сик бальвич, видимость. Ну цигам, цаболи мене буник. Я хад борбу, да мети, узр забулир. Туаб вещь буник. Ашмело халак тхал буник. Выбоины и колдобины на асфальте – вторая проблема жителей этого сельского поселения. В таком состоянии дорожное полотно находится уже несколько лет. По нему же вынуждены ходить в школу и обратно местные ребятишки, поскольку тротуара здесь нет и не было доселе. Протяженность улицы Картоева почти 1,5 километра. Ремонтировать дорожное покрытие местные власти пока не планируют. Причина классическая. Говорят, что нет средств. Мы обращались по этому поводу до управления. Но сразу все не получается. Какую-то часть они залатали, выровняли. Но тем временем водители сетуют на частые поломки автомобиля. Разбитый асфальт бьет по карману многих. Чтобы уменьшить расходы на ремонт и замену запчастей, приходится либо аккуратно преодолевать дорожные препятствия, либо вовсе искать объезд. 20-30 метров. Подвеска йога, тяга йога, амортизатор йога. Один за один, два. Местные жители гадают, решат этот вопрос в течение нескольких месяцев или же и вовсе отложат долгий ящик. Сдаваться они явно не собираются. Добиваться ремонта этого участка дороги намерены до последнего. Ну а пока члены общественного совета предлагают подкорректировать маршрут долгожданного автобуса, который позволит улучшить транспортную инфраструктуру села. Асфальтированная дорога идет 1,5 километра до улицы Муружева. Улица Муружева проходит до улицы Газиева. Улица Газиева тоже асфальтирована. То есть там остается маленький промежуток, грейдерная дорога. Если бы вот эту грейдерную дорогу связали с улицей Картоевой, улицей Газиева, если бы вот эту Муружеву связать, получится для городского автобуса аккуратно, он может проехать по Кольцевой, собрать людей и отвезти. Останется ли улица Картоева для жителей сельского поселения Барсуки проблемной, покажет время. Ну а мы продолжим следить за развитием событий. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24.